Да. А про внешнее, вот и внутреннее, Ань. Что Все проявления вот внешние, это все. Ничего внешнего нет. Все есть. Внешнего вообще ничего. Вообще ничего внешнего нет. Внешнее, ты говоришь про внешнее, когда ты говоришь опять, ты такая опять себя телом считаешь. И ты по отношению к телу вот говоришь про типа внешнее. То есть дети, получается, Ничего тоже не внешние. Ничего вообще, все есть одно. Нет ни внешнего, нет ни внутреннего, потому что внутреннее существует, когда есть внешнее. Ну да. Все есть взаимосвязано, можно сказать так, все едино. Для сознания можно сказать, можно такой использовать термин «все внутри сознания». Ну да, все внутри сознания. Но, понимаешь, То есть, сознание если это я не поменяю емкость. Свое сознание, то, ну, то есть, если я меняю сознание, то меняется и, Конечно, и меняется. внешняя реальность. Однозначно. То, что и Кастанеда как бы вот учит, да? Получается. Однозначно. Конечно, но не может не меняться, все меняется. Просто меняешь не ты, надо понимать, что первый импульс на что-то это высший импульс. И он, вот он везде, это он. Да. Он меняется. Он все меняет. Он меняет, Да. не я, получается. Ты как Лиза нет. Ну да. Потому что тебе приходит что-то, Ну да. да? Какой-то импульс, который либо мысль формирует, либо какое-то действие. Но этот импульс, опять же, ты говоришь, мне приходит. Кому мне приходит? Ну да. Мне телу, что ли, приходит? Ты опять, смотри, себя помещаешь в тело и говоришь, мне, Лизе, приходит куда? В голову? В какое место? Нет. Медитативно, вот это все надо медитативно изучать, исследовать. Когда ты выходишь за рамки времени и пространства, вот есть все едино. Это невозможно объяснить. Это только нужно почувствовать. Все. Почувствовать или прожить? Это одно и то же. Прожить, почувствовать. Уже там, знаешь, термины не имеют значения в таком случае, да. А естественно, когда мы говорим здесь, спускаясь в ограниченный уровень, типа я меняю, как бы там сознание, конечно, все меняется. Это же легко отследить и посмотреть, как ты... Так, вот приведи пример. Мне изменения, если ты меняешь свое внутреннее, меняется внешнее. Возьми какую-нибудь ситуацию... Ну, сейчас на голову ничего не приходит такого. Ну, возьми какую-нибудь ситуацию у себя из жизни, какую-нибудь похожую, где ты действуешь все время одинаково. Да. И возьми ее в какой-нибудь другой раз, сделай по-другому. Но только это должно быть... Можно внешне сделать, тоже будет работать. Но хорошо, если это еще и внутреннее будет такое, знаешь, внутреннее изменение. И ты посмотришь, как оно будет. Опять же, это тоже иллюзия, потому что, оно в каждой точке оно ничего одинакового не бывает. Ну, да. На это можно так попробовать. Ну, да. Можно. То есть меняется оно сначала внутренне, ну как сознание твое. Конечно, ты же сначала думаешь поменяться, правильно? Ну, да. У тебя мысли приходят, потом ты действие. Действие – это уже конечный результат деятельности ума. И тело – это конечный продукт деятельности ума. Ну, да. Вот. Ну, это такая, понимаешь, это грубое такое видение. Можно бы поиграть, попробовать, но это тоже так... Здесь тоже можно много вопросов позадавать и эту, сформированную концепцию разрушить. Потому что не бывает одинаковых ситуаций, да. Никогда, ни в какой точке, вот, не знаю, точке времени не бывает ничего одинакового. Да. И тогда наш разговор о том, что что-то меняется, он просто смысл теряет. Вот. Ты просто перестаешь это цепляться, и все. Попробовать можно. Да, я так делала, да. Когда я видела, что ситуации, грубо говоря, повторяются, одно и то же, потом раз делаешь по-другому, и видишь, как она по-другому тебя разворачивает. Ну, это условно. Потому что я говорю, не бывает одинаково. Ну, да. Если это понять, то у тебя просто и эта игра исчезает, она тебе не нужна. Ну, да, просто не надо искать лишних путей. Ну, лишние пути, надо сразу. Но самый прикол в том, что если кому-то нужны эти пути, понимаешь, эти лишние пути, они в итоге тебя-то и приводят к истине, поэтому нет лишних путей. Ты вроде как, ты потом такой понимаешь, что, оно же нельзя выкинуть этого, да, это все как кирпичик.
Поэтому тут что говоришь? Ну как вот есть, вот оно все в свое время сложится и все. В итоге только так остается сказать. Но с другой стороны, если бы не было таких разговоров, они что уже дают что-то, да? То есть, понимаешь, как оно все взаимосвязано. И что-то раз ты с кем-то пообщалась, что-то раз поменялось, да, какое-то, что по-другому пошло, да? И вроде как тебе кто-то говорит, не надо лишних путей, а может, действительно, ты их и не будешь делать. То есть, ну, тут вот все это просто разговор. Видишь, мы пытаемся как бы жизнь опять как-то ее понять, да? Ну, да. А самое прикольное, что ничего не понять невозможно. Да, мы пытаемся все время ее, она, понимаешь, вот мы пока говорим даже, она уже что-то происходит, да, какое-то действие, что-то делается. Мы уже как бы мыслями опаздываем, мы пытаемся все время ее какую-то там схему запихать. А это невозможно. Она все равно будет делать то, что делается. Ну да. Так что выбора нет.